На их счету сотни спасенных жизней. Их вклад в развитие страны неоценим. Это уже традиция, когда герои России, люди самых разных профессий из разных городов страны собираются в Георгиевском зале Кремля. Каждый год в этот день тех, кто рисковал, боролся и шел до конца, благодарит глава государства. Вы внесли вклад высшей пробы в укрепление безопасности нашей страны. Совершили подвиги на ратном поле, проявили доблесть в мирное время. И еще раз доказали, насколько значима роль каждого человека в служении нашему Отечеству. Верность долгу и своей земле, своему народу, тем традициям, которые передали нам предки. Готовность совершить настоящий поступок, когда это требуется в интересах Родины. Ваша дерзость, отвага вдохновляют на подвиги других людей, укрепляют веру в безграничность силы духа. Мы вами гордимся. Среди тех, кто внес неоценимый вклад в укрепление безопасности России, немало и чеченцев. Высокого звания Героя России в разные годы были удостоены 18 человек, многие посмертно. На торжественном приеме в Кремле более 400 героев, среди которых и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Для вас День Героев Отечества. Ну, безусловно, это гордость. Почему? Потому что мы вложили все, что у нас есть, душу, силу, для того, чтобы защитить наше государство, чтобы наш народ гордился своей родиной, чтобы люди жили мирно. И то, что ты сделал ради народа, ради государства, оценивает руководство государства и потом собирает и говорит теплые слова в адрес тех людей, которые служили во благо государства. Это вызывает гордость, уважение. Жить хочется, трудиться хочется, дальше показывать, насколько ты предан своему государству, народу. В беседе с журналистами глава Чечни рассказал историю своей награды высокого звания. Рамзан Кадыров был удостоен 10 лет назад за мужество и героизм, проявленный в служении интересам страны. Это были трудные годы для нашего народа и для моей личной жизни, так скажем. После гибели Ахмада Хаджи Кадырова прошло полгода, год времени, и президент подписал о присвоении Героя России. Ну, меня больше не за то, что там я проявлял, так сказать, героизм в бою. Больше мы спасали тех людей обманутые, и мы вернули мирную жизнь около 7 тысяч молодых парней, которые там по тем или иным путям были втянуты в ряды террористов, экстремистов. И больше за тех заслуг, которые мы там проявили, встречались с ними, выезжали в горы, в леса, вели переговоры с ними, спасали людей, тех, когда были заложники. Вот по общем, так скажем, так, оценен был наш труд президентом, Верховным Главнокомандующим. Мужество, отвага и готовность пожертвовать собой в интересах Родины. Именно эти качества присущи истинным героям. Одним из них был Ахмад Хаджи Кадыров, посвятивший свою жизнь сохранению целостности государства. И сегодня в Чечне есть достойные сыновья, готовые совершать подвиги и любой ценой выполнить приказ Верховного Главнокомандующего, подчеркнул Кадыров. Мы должны все объединиться в один кулак и сказать всему мировому сообществу, тем врагам, которые хотят развалить Россию, что мы единый народ, российский народ, не имеет значения русский, чеченец, татарин. Мы все едины, мы все братья, мы все должны защищать нашу родину и должны быть вокруг нашего национального лидера Владимира Ильича Путина. И ни один человек, ни одна государство не сможет сломить наш дух, потому что мы сильнее намного и во всех отношениях. А кто знает историю, тот знает, что те государства, которые сегодня грозят нам экономическом, они завтра могут то же самое, если они вдруг появится малейшая возможность разлада нашего народа, они из военной там, знаешь, путем постараются нас сломить, а мы этого никогда не допустим. Мы будем воевать, если будет приказ Верховного Главнокомандующего их территориях. Зачем их ждать здесь в России? Россия должна жить спокойно. Я не хочу, чтобы плакали наши матеря, дети, жены, и я это все натерпел. Поэтому лучше, если война на другом, там, знаешь, конце. Там. Космонавты, спасатели, исследователи, но больше всего военных. Среди приглашенных на прием к президенту страны именно те, кто так или иначе, ежедневно рискуя жизнью, выполняет сложные задачи. В списке героев России сегодня больше 1000 человек. Ясмина Гацаева, Джамлел Хаджалиев. Новости.